29-летняя женщина накануне родила ребенка в метро, и все хорошо. Но в итоге, как стало известно, она решила от ребенка отказаться. Об этом сообщили некоторые СМИ. Новорожденный появился на свет сегодня на станции Электрозаводская. Женщина во время родов была окружена сотрудниками полиции и сотрудниками подземки. Они ей помогали. Подробности этой истории у нашего корреспондента Майи Рыженковой. Она узнала подробности. Действительно, такая невероятная история произошла вчера на станции метро Электрозаводская. Это лишний раз доказало, что ко всему надо быть готовыми. И сотрудники станции метрополитена, они точно были готовы и не растерялись. Вчера в районе 7 вечера в вестибюле станции женщина родила малыша. Это был мальчик весом 3 килограмма. Сотрудница, которая раздает утром газеты, принимала роды. Да? Давайте послушаем, какие же у нее были впечатления, как это было. Я стояла, раздавала газеты, как вдруг заметила девушку. Она прислонилась к стене и стала медленно опускаться вниз. Я только собралась позвонить в 112, как вдруг поняла, что девушка уже рожает. Ребенок появился на свет прямо у меня на глазах, и я сразу же подхватила его на руки. Я распутала пуповину, чтобы малыш мог свободно дышать. Правоохранители тут же вызвали медиков, но поняли, что ждать нельзя, потому что девушка начала рожать. Поэтому взяли инициативу в свои руки и начали принимать роды, и поделились с нами тем, как это было на самом деле. Все произошло буквально за 2 минуты. Ребенок родился сам. После того, как я увидела головку, он буквально выскользнул. И здесь женщина, которая раздавала газеты, быстро дала мне газеты. Это первое подручное, что было. Ребенка мы, естественно, завернули в газету. Я побежала в комнату полиции, вскрыла аптечку. В аптечке находится специальное средство, утепляющее фольга. Закутали, прибежали и держала. Ну, в соцсетях после этого тоже началось бурное обсуждение происходящего. Кто-то пожелал здоровья малышу, кто-то поздравил маму и сотрудников полиции с тем, что они такие молодцы на самом деле оказались. Интересно, куда мама направлялась и не доехала. Да и у сотрудников полиции выдался интересный денек. Здоровья малышу. Блин, все, большинство, ржут в комментариях и выбирают имя. А это такой страх — родить в метро зимой в пандемию. Бедная женщина. Теперь высказывание «ты что, в метро родился?», когда двери за собой не закрывают, не актуально. Поздравляем! Ну, а я хочу отметить, что в этом году уже была похожая история на Ленинском проспекте. Тогда сотрудники ДПС приняли роды прямо в патрульной машине. Муж вез свою супругу на роды в такси, но поняли, что из-за пробок просто не успеют, а супруга уже начала рожать, поэтому тоже никто не растерялся, и малыш родился в машине здоровый и, надеюсь, счастливый. Что касается женщины, которая вчера родила в метро, ей 29 лет, и, насколько я знаю, по последним данным СМИ, она, к сожалению, отказалась от малыша и решила его не оставлять, хотя совершенно героическим образом вот он появился на свет. Майя Рыженкова, Александр Зазулин, Георгий Игнатовский и Ольга Хвостова. Москва, 24.